Пушкин, Чайковский, Лермонтов, Тукай. Как важно слышать имена великих поэтов, композиторов, знать их творчество с малых лет. Именно в детстве закладываются основы культурного воспитания. А музыкально-литературные лектории через живое общение помогают детям и взрослым понять язык искусства. Известный советский композитор Дмитрий Кабалевский музыкально-литературные лектории признавал лучшей формой просветительства. Филармонические музыкально-литературные лектории, которые готовятся отметить 70-летие в рамках Года культуры в России и Татарстане, пригласил детей и их родителей на первый концерт детского абонемента в стенах филармонии. Были взрослые абонементы, а вот для детей не было. У нас есть хорошая традиция гастролей по школам, по учебным заведениям. И мы, конечно, раньше давали концерты для детей, но вот таких на выездных площадках. А здесь наши родные стены, конечно, требуют от нас совсем и другого подхода, и отношения, может быть, в том плане, что мы приглашаем к себе в гости. И, конечно, здесь должно быть все самое лучшее. Яркие, запоминающиеся глаза солистов филармонии, выступление танцевального коллектива, эмоциональное слово ведущей – все в этот день было для самой благодарной аудитории. Я сегодня пришла, чтобы поближе окунуться в музыку, все материальные заботы оставить за плечами и духовно обогатиться сегодня, чтобы вот отрешиться от этого мира. Вообще это можно чем раньше, тем лучше. Я думаю, что с 5 лет, их можно уже водить на эти концерты, чтобы, соответственно, репертуар был вот с 5-летнего возраста. То есть люди, они должны в душе петь немножко. Если они немного поют, значит, действительно на душе все очень хорошо. Малыш, крепко сжимающий в руках сказки великого Пушкина. Очевидно, что в его семье любовь к слову прививают с измольства. Там у заре прихлынут волны на брег песчаный морской, и 30 витязей прекрасных из вод чередой выходят ясных, а с ними дядька их морской. У многих из тех, кто сегодня является солистом филармонии, приобщение к великому искусству состоялось тоже в раннем детстве. Очень приятно петь для детей, потому что детская публика, она такая теплая, благоприятная, для них очень приятно всегда петь. Они слушают с восторгом для них. И действительно сегодняшний концерт, мы даже вот за сценой смотрим, очень интересное. По-моему, как только человек начинает что-то понимать, особенно музыку, он рано ее начинает понимать, чем раньше, тем лучше. То есть потому, как чувствуешь своего ребенка. Сама из Иркутской области. У нас всегда каждые полгода проходили симфоническим оркестром Иркутской области. К нам приезжал Святослав Белза. То есть они приглашали солистов из Москвы, из Петербурга. То есть и пианистов, вокалистов. Приезжали из оперного театра, были спектакли. И все это, то есть вот сейчас, когда я уже стала взрослой и опытной артисткой, то есть все эти детские воспоминания, настолько помню. И вот то, что сама филармония возродила эти детские абонементы, это огромный плюс, воспитательный, то есть само ощущение детское, что ты видишь артиста, потому что многие вот сейчас, даже выйдя на сцену, то есть когда ты выступаешь для более взрослой публики, это одно, а сейчас я вышла, я коллегам тут говорю, иногда в креслах даже не видно, что там сидит, а ты так разглядываешь, и он маленький, с такими глазами.
Художественный руководитель лектории, заслуженный артист республики Владимир Васильев, к подбору репертуара подошел вдумчиво. Музыкальная доступность, яркая образность, художественная ценность стали основными критериями первого концерта для детей, который назвали «От Пушкина до Тукая». Поэты, которые изменили наше мировоззрение. Пушкин – это вообще классик, который создал, может быть, наш литературный язык. Лермонтов продолжил его традиции и должен был стать вторым Пушкиным, но остался великим Лермонтовым. А Тукая, конечно, мы вспомнили, потому что и среди наших татарских классиков есть те люди, которыми мы гордимся, которые оставили нам после себя такое большое литературное наследие. Легко и непринужденно не только дети, но и их родители вовлеклись в веселую интерактивную игру. Все научитесь играть. Друзья мои, теперь давайте и на бис сыграем под ваши бурные аплодисменты. Давайте. И... Пришли показать, как люди, которые уже достигли высот, как они на сцене выступают. Может, в будущем, надеемся, наши дети будут выступать. Всю свою творческую жизнь народный артист Татарстана Георгий Имушев пел для детей и считает, что музыкально-литературные лектории играют огромную воспитательную роль. Bizim ушундай концертлар алар бик әһәмиятле. Чөнки әгәр дә без балаларны кичкенәдән классик музыка белән тәрбияләмәсәк, чын музыка белән, алар аны беркайчан да аңламаячак. Детей важно приобщать к классике с самых ранних лет. Только тогда можно верить, что ребенок вырастет по-настоящему культурной личностью. Малыши и принимают тепло, и слушают внимательно. Романсын. Беләсезме, зал шундый җылы. Менә шушындый балалар, алар әтәниләре белән килгәннәр, әби бабалары белән килгәннәр, шул хәтта яхшы җылы кабул итәләр. Чын музыка, классик музыка ул бөтен җирдә кирәк. Чөнки ансыз без төп җәмгыять, матур җәмгыять, кешелекле җәмгыять төзи алмыйбыз бүгенге такмаклар белән генә. Менә шуңа күрә без балаларны, яшьләрне үзебезгә җәлеп итәргә тырышып, шушы чын әдәби, музыкаль әсәрләрне аларның күңелләренә кертеп, алардан чын, җылы күңелле, кешелекле илебезнең җәмгыятькә кирәкле шәхесләр итеп тәрбияләргә телибез әйтәсем килә минем. Посещение театров, музеев, концертных залов, кроме знакомства с музыкой и поэзией, дает детям возможность научиться правильно вести себя в обществе, что немаловажно для человека, считающего себя культурным.